Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем подробности задержания, во время которого полицейские открыли огонь по людям. Из-за чего разгорелся конфликт. Опасный маневр. Не понимаю, как она меня не видела. Две иномарки столкнулись на улице Беломорская. И задержание подозреваемой в серийных кражах из магазинов. На какую сумму она совершила кражу? Сейчас, в данный момент, 400 рублей. На чем попалась девушка? Это и не только прямо сейчас. Только применив табельное оружие на поражение, полицейские смогли успокоить шумную компанию, мешавшую спать жителям одного из дворов на улице Чишмале. Стражи порядка вызвали люди, которые несколько часов не могли уснуть из-за криков и нецензурной брани, с помощью которых общались четверо нетрезвых молодых людей. На замечание компания не реагировала, как, впрочем, и на требования полицейских. Вместо этого, проигнорировав предупредительные выстрелы, напали на сотрудников патрульно-постовой службы. Ленар Гинатуллин узнал все подробности. В этом дворе сегодня только и рассказывают, кто что видел и слышал минувшей ночью. Днем этот двор кажется очень тихим и спокойным, но ночью жители этого дома так и не смогли уснуть. Они стали очевидцами потасовки. Компания молодых людей очень громко распивала спиртные напитки и никак не реагировала на замечания жителей. После прибытия сотрудников полиции они оказали им сопротивление. Все произошло буквально под окнами квартиры, где живет Алевтина. Первый этаж, все слышно отчетливо. Рассказывает, что страдает гипертонией. Вечером легла спать, но не вышла. 3 молодых человека и девушка, явно нетрезвые, стояли прямо под окнами. Матом не ругались, на нем скорее разговаривали. Причем очень громко. 12 ночи, первый час пошел уже. Я думаю, может успокоиться. Нет. Половина первого я мучаюсь. Сын видит, что я мучаюсь, и он открыл его на балкон и сделал им замечание. Ребята, вы отойдите хотя бы подальше. Ладно. А это ладно целый час. Ее сын и вызвал полицию, когда понял, что просто так компанию не образумить. Женщина этого не знала и в очередной раз выглянула на улицу, чтобы предупредить, что собирается звонить стражам порядка. Как и куда исчезла девушка, женщина не знает. Зато видела, как в это время к компании подошел 4-й мужчина. И они, вероятно, вызвали для того, чтобы он их отвез. Потому что машина их стояла здесь под окнами на тротуаре. Позднее он в полиции рассказал, что не смог утихомирить возбужденных алкоголем товарищей, сам в тот вечер был абсолютно трезв. Я говорю, все, я забираю, как сам трезвый селектор, да, и все, расходимся. У них перепалка произошла. Конкретных слов, говорят жители дома, тут было уже не разобрать. Все смешалось в один крик, затем выстрелы. Они лезли на рожон, на рожон. И здесь, вероятно, у них схватка какая-то произошла, раз милиционер упал. Стреляет вверх. Отойдите, говорит, руки поднимите, не подходите к нам, не подходите. Они даже слушать не хотят. Вот потом был второй выстрел, потому что вышел отсюда еще один парень и начал орать: давай, стреляешь, давай, стреляй. Как итог, 2 молодых людей из этой нетрезвой компании успокоились, только получив ранения в бедра. Они были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу, и после оказания помощи их отпустили из лечебного учреждения. После полицейские доставили их в отдел. Что стояли у подъезда нетрезвые и громко разговаривали, задержанные признают, но потом провалы в памяти. Приехал сотрудник ОБС, начали бить вас. Просто без объяснений начали вас бить. Если честно, я не понял. Говорят, хотели сказать полицейским, что, мол, все поняли, расходимся, задерживать никого не надо. Но они почему-то не поняли. Пытались объяснить сотрудникам полиции, что собираемся, уходим. Когда подходил сотрудник полиции, получается, пытался объяснить, он начал либо отойди. Я к нему ближе подходил, и получается, он говорит, отойди, иначе стреляю. Когда достал пистолет, первый предупредительный выстрел сделал, вы не поняли? Я на самом деле не помню, вообще выстрел был, нет. За что задержаны? Что произошло? То, что не помнят задержанные, еще не скоро забудут жители этого двора. Не каждый день под окнами боевик. Говорят, молодых людей, конечно, в какой-то степени жалко, но виноваты они сами.
В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение насилия в отношении представителей власти. Все материалы этого дела полицейские передали в Следственный комитет, который проводит проверку. Решение, возбуждать или нет уголовное дело, будет принято после ее окончания. Ленар Гинатуллин, Амир Залишев, вызов 112. Не убедилась в безопасности маневра и на высокой скорости протаранила другой автомобиль. На пересечении улиц Беломорская и Карагандинская столкнулись две иномарки – Kia Spectra и Mazda. Мнение обоих водителей в репортаже Нафисы Минязовой. Не понимаю, как она меня не видела. Николай Мелков, водитель Kia Spectra, в недоумении, говорит, спокойно ехал домой по улице Беломорская. И такого поворота событий просто не ожидал. Даже понять не успел, почему автоледи на Мазде совершила такой, на его взгляд, довольно странный маневр. Девушка, да, заворачивала сюда и прямо на перекрестке дала по газам, прямо меня уехала. Говорит, что автоледи, управлявшая Мазда на пересечении с улицей Карагандинская, стояла прямо посередине перекрестка и ждала, пока ее пропустят другие автомобили. Однако ждать, видимо, надоело. И автоледи нажала на газ. Николай предположил, что девушка, вероятнее всего, надеялась, что успеет проскочить, но не успела. И протаранила его автомобиль. Свою вину она признала полностью и даже попыталась объяснить, почему так вышло. Вы его не заметили, получается, да, когда проезжали? А как, вы когда проезжали, думали, чисто получается? Да. В результате столкновения оба транспортных средства получили серьезные повреждения. К счастью, ни водители, ни пассажиры в аварии не пострадали, а отделались лишь эмоциональным шоком и будущими финансовыми затратами на восстановление своих автомобилей. Автоледи предположила, что страховых выплат должно хватить, чтобы покрыть ремонт машины пострадавшего. Сейчас в произошедшем разбирается автоинспектор. Им предстоит выстроить настоящую картину событий и выяснить, кто же на самом деле прав, а кто виноват. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Кубок чемпионата мира по футболу можно не только завоевать, но и, видимо, купить. Правда, конечно, не настоящий. Татарстанские таможенники обнаружили контрафактный кубок ФИФА. Отправление из Гонконга вызвало подозрения сотрудников Казанского почтового таможенного поста. В посылке оказалось изделие золотистого цвета, размерами и формой, напоминающие главную награду мирового футбольного первенства, о чем и извещала надпись на основании кубка. А на дне указаны страны, его завоевавшие. О данном факте татарстанская таможня проинформировала представителя Международной федерации футбольных ассоциаций. Там подтвердили, кубок поддельный. В соответствии с действующим законодательством контрафактные и пиратские предметы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях и подлежат возврату отправителю. Контрафактный кубок готовится к отправке назад в Гонконг. Сотрудники магазина косметики узнали в одной из посетительниц подозреваемую в серии краж из аналогичных магазинов в Автограде. Ее фотографии распространялись среди сотрудников торговых точек. Продавцы стали пристально наблюдать за женщиной, а после ее ухода не обнаружили на полках части товара. Тогда сотрудники магазина нажали тревожную кнопку и побежали вслед за подозреваемой. Настигли ее уже в машине. Девушка хотела скрыться, но не успела. Ее задержали подъехавшие сотрудники охранного предприятия. На какую сумму она совершила кражу? Сейчас в данный момент 400 рублей по рознице. Но в других магазинах, насколько мне известно, там на 5000 кражи и более. Сама подозреваемая что-либо говорить отказалась и сначала даже не желала выходить из машины, а позже долго пыталась кому-то дозвониться. Девушка, можно вас спросить? Подозреваемую для дальнейших разбирательств забрали прибывшие на место сотрудники полиции. 2 человек сняли с высоты спасатели в Нижнекамске. В одном случае пожарных вызвал очевидец, он боялся, как бы мужчина не упал вниз. Во втором случае девушка боялась залезть в квартиру. Нафиса Минязова с деталями. В 10 часов вечера номер 112 набрал очевидец и поделился своими опасениями. Боялся за мужчину, который сидел в окне на 7-м этаже, свесив ноги наружу и раскачивался. Через считанные минуты пожарные были на месте. Попытки поговорить с мужчиной успехом не увенчались. Открыть дверь не получилось, она была заперта изнутри. Спасателям пришлось подниматься по лестнице. Был развернут ППСУ-20 на земле и дополнительно была установлена автолестница в окно 7-го этажа. После чего сотрудники подразделения поднялись в окно 7-го этажа, затащили мужчину в квартиру. Позже сотрудники полиции установили, что мужчина был в алкогольном опьянении и, скорее всего, не осознавал опасности для своей жизни. А 18-летняя девушка, оказавшаяся на другой крыше, наоборот, сильно боялась за свою жизнь. Упала москитная сетка с 2-го этажа на козырек дома или же на крышу магазина. Спустилась. Дальше сама уже в квартиру в окно не смогла попасть, потому что высота была
большая. С помощью лестницы спасатели помогли ей попасть в квартиру. Девушка не пострадала. Нафиса Минязова, Светлана Шумкова, Марсель Джураев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.